Отлично. Вот как раз-таки мы плавно перешли к такой части, которую я хотела бы с вами обсудить именно в части самих женщин. Вот хорошо, я и наша нацкомиссия, мы квоты пробили. Раушан Советовна предложит программы. Бота предложит свои программы, менторские и так далее, так далее. Но должна же быть мотивация. Вот что бы вы порекомендовали бы сейчас тем женщинам, которые будут наши смотреть интервью? Допустим, она профессионал. Опять вернусь к главному бухгалтеру. Вот она профессиональный главный бухгалтер. У нее есть международная сертификация. Она управляла разными компаниями, опыт и так далее. Может быть, она даже никогда и не задумывалась о том, что она реально может участвовать в управлении и быть членом совета директоров. Но вот сегодня она смотрит это видео, и раз у нее такая зародилась эта мысль, вот что мы порекомендуем самим женщинам делать? Бота сказала, не соглашайтесь на минимум, торгуйтесь, значит, сразу X2, и потом, значит, да, и потом дальше. То есть, ну, это тоже надо уметь. Вот ты приходишь с членом СД, ты несешь высокий уровень ответственности, тоже ты там просто за красивые глазки, как бы, наверное, не должен присутствовать. Дальше, давайте еще. Вот какие смотрите, надо, что мне надо кажется, надо делать? Им нужно, во-первых, знать место, куда можно подаваться, то есть это такое сконсолидированное место, это первое. Второе, все равно есть два момента, которые я просто хочу проговорить, это очень важный момент. Ну, по грейдингу это вообще отдельная тема, грейдинг здесь... У нас очень много терминологического, смыслового искажения, потому что грейдинг – это сколько стоит тайная зарплата в рамках бизнес-процесса, которая есть у компании. То есть она платится не для мотивации человека, а для того, чтобы посчитать, сколько вот укромно, вот эта штука стоит столько-то рублей вот на всем этом моем столе. Поэтому это, ну, как бы, нужно это помнить. И второе, совет директоров – это не место, где мы промышляем повышением заработных плат или рассчитываем, что это будут высокие зарплаты. Наоборот, в мировой практике считается правильным, нормативным иметь невысокую оплату сидя в совете директоров. Да, есть акционерное общество, особенно листингующиеся, там, где по результатам деятельности, по КПД, там, по оценке. Это довольно сложная система, когда они могут претендовать еще на переменную часть. То есть у нас независимый директор, ну, давайте для примера, там, РД «Казмунайгаз» когда-то листинговался, и у него был в совете директоров вот, независимые директора, там, иностранцы, там, и даже наши. Да, там. У них есть ежемесячная там, оплата, потому что они заседают, там, возглавляют комитеты. Сколько в среднем? Это была высокая цена, сейчас я как бы историю, да. И совет директоров там по-крупному он там мог за год получить там 100 тысяч, 150 тысяч долларов там, и так далее. По результатам эффективности деятельности всей компании. Потому что совет директоров несет ответственность за реализацию, за разработку и, в принципе, реализацию стратегии. Больше ничего не несет, операционной деятельностью не занимается. И здесь как бы второй важный момент, ну как бы сколько. У нас было, как бы, знаете, две параллельные пути. Вот как бы, знаете, практика наша местная, некоторые даже умудрялись совет директоров брать бесплатно людей. Я говорю, ты готов бесплатно просто пойти в тюрьму сесть, да? То есть, ну, нормально так. Я говорю, так не должно быть. Это не, например, там, известные компании платили там 500 тысяч тенге в месяц, да? И сейчас это есть, это тоже хорошо. Но это уже совсем не ноль же, по большому счету. Но думать, что там очень высокие зарплаты будут платить, потому что это уже вверх, там выше правления, нет, это неправда. То есть, если смотреть на нормальный обзор заработной платы, он существует, он средний. И иностранцы, вот, которые к нам даже приезжают, они всегда настаивают на том, что оплата должна быть, ну, не огромная. Поэтому одновременно идет еще такая тенденция, что некоторые заходят в несколько советов директоров и как бы профессионализируют, становятся профессиональными независимыми директорами. Они могут иметь зарплату там 300 тысяч, 500 тысяч, ну максимум миллион, например, в месяц. Кто-то может платить раз в полгода, кто-то платит раз в год. Это нормально, потому что это не трудовые отношения, где там должен каждый месяц работать, там с 9 утра прийти, в 6 выйти. Ну, то есть это классика там трудовых отношений. Нам нужно просто помнить о том, что это как договоришься. Но с одной стороны мы должны просто помнить, что это не огромные деньги, это больше место, где ты уже больше делишься своей компетенцией, своей экспертностью.
способствуешь росту компании. Да, но мы же должны, мы же в рынке, мы же не на планете живем. Например, вы эксперт, вы можете делиться. Я вам предлагаю возглавить мою компанию HR. Это full-time работа и дальше, да? И я вам плачу $40 тысяч в месяц. И вы мне говорите, нет, боты, знаете, есть совет директоров, вот хочу делиться там за 500 тысяч, за миллион. Это Одно же вопрос другому никак не компетенции. мешает. Одно другому никак не мешает. Я, например, Вы же- понятно. да, теперь смотрите, вы у меня full-time работаете в моей компании. И я задаю вам вопрос, я не могу понять, вам денег не хватает? Почему вы погружаетесь в проблемы компании X? Да? Да. Вы в Z у меня работаете, я вам плачу, вы привязаны к результату. То время, которое вы даете, я его купила, это full-time. А в какое время вы собираетесь на совете директоров там участвовать? Знакомиться с документами, полностью Ну, запрашивать. это прописано. То А есть оно там как написана бы- общая да. фраза, что у вас должно быть для принятия Ну, вы как, решения. да, Там вы как написано человек достаточное скажете же, да, время. у вас здесь яблоко в 40 раз больше, а здесь маленькое, да, там. А ну, если я полноценно, да, там, компетенции свой рынок вам предлагает. Если не предлагать людям достойную оплату за их труд, за их Ну, что такое достойное? рыночное, Нет, вот нету Рыночное. понятия рыночное Почему? в советах директоров. Понимаете? Это ну, это потому что вот есть позиция независимого директора. Она не для того, что вот есть позиция независимого директора, давайте налетайте, кто вот я интервью проведу и так далее. Это не совсем так работает. Поэтому это процесс такой очень избирательный, потому что Да. мы ищем того, кто хорошо. нам нужен Но за если, адекватные да, хорошо, деньги. но если профессионал в конце пути, через год, remuneration, не выплатит ему X там, сумму, которую он бы спокойно получил в найме, он не пойдет под эту такую ответственность. Вот и все. То есть я к тому, что... Может быть, еще здесь имеет место масштаб компании? Нет, я же Всё-таки говорю, как бы выбор масштаб разный. принятия Можно платить решений. раз в месяц, как там многие, раз в полгода, раз в квартал, не знаю, раз в год кто-то говорит. Мы вообще поняли, что там, типа да. тема оплаты актуальна, потому что я говорю, если ты женщина, ты можешь оценить свой труд, продать его на рынке свое время. У нас же не резиновое время, да, и нервы, и энергия жизни. Мы, вот туда пойдут женщины, которые 40 up, да, 40 плюс. Там очень мало женщин, которые 25 лет. Нет, невозможно туда, без практики туда нельзя Да. заходить. Мы все понимаем, что после 40 лет каждый у нас час на вес золота. Ну, Да. У нас не так много активности жизненной осталось, чтобы там просто за миллион тенге продавать, когда я уже на рынке где-то работаю, да, там, вот я, например, вице-президент крупной компании. Знаете, в чем? Где у меня у меня бонусная система, я уже знаю, подо мной 10 тысяч человек, у меня власть, все меня там любят, да, там. И подо мной уже 10 тысяч человек бегают. И у меня там доход, к примеру, ну, давайте там $500 000 в год. И вдруг Да, эта вы можете женщина, за 50 тысяч. женщина такая говорит, а почему бы мне не пойти в совет директора, не делиться там knowledge, да, там. Ей любой акционер скажет, подожди, там, Айсулу, ты из-за этого уходишь? Она говорит, да, хочу нести благо и вот людей Да. обучать. Он говорит, ты организуй, открой свой Это корпоративный разные университет, вещи. и там, давай там делай. Не, смотрите, это очень важный момент. Вот хорошо, что вы это А у проговорили. нее есть ипотека, дети Это учатся, она имеет не придет на значения. 50 тысяч. Она должна прийти на 50 тысяч, коллеги. Еще раз, да? Вот есть почему? Почему Потому она должна? что если вы привязаны деньгами к этой компании, вы не можете принимать адекватные решения. Потому что такое совет директоров? Это кучу неприятных вопросов органу исполнения. Это аудит, это постоянное управление риск-менеджментом. То есть это вот прям, ну, на горящих углях ты как бы это. И когда ты присосан, условно говоря, деньгами к этому, ты не можешь, ну, как бы странно, да, против себя идти. И ты подписываешь всякую ненужную вещь, да. У тебя там начинаются всякие коррупционные вещи. Вот все корпоративное управление – это сплошные скандалы, это банкротство. Интриги, расследования. Интриги – это вопрос. Из этого возникает риск-менеджмент, аудит, комплайнс. Вот от чего это? Да потому что всегда вот эта грань, как только ты начинаешь жениться на, так сказать, на деньгах компании, все, ты не умеешь адекватно принимать решения. Вот я где-то здесь, где-то, наверное, истина, где-то посередине, но я здесь Практика могу сказать, очень что у серьезная. меня был такой опыт. Действительно, я была членом совета директоров, у меня не была вот такая зарплата, ну, как бы был какой-то такой, ну,
приемлемый минимум, но Вознаграждение. это, да, вознаграждение, но это не то, за что я там держалась. Конечно. И согласна, естественно, я была очень неудобным независимым директором. Конечно, рот иначе не Потому откроете. что, да. А когда я увидела, что полностью все управление свели на нет к подписанию протоколов, то есть вообще очных это не заседаний работает, Да. нету, Но мы говорим тебе про подталкивают. независимых. А есть зависимый совет директоров? Мы же говорим, что Ну вот если независимых... говорить про Да. Представители независимых, акционеры вообще не должны получать никакую оплату. и, Это закон. и получается, я потом встала и сказала, знаете, ребята, со своей нотариальной конторой сидите сами. То есть эта цена не была для меня Это как не бы влияет именно действительно тем, что я, за что бы я держалась и подписывала все это. Да, это формальные вещи, да. То есть вот это как раз о чем? Там очень много маленьких таких, вот казалось бы, нюансов, но которые нужно знать, прежде чем ты идешь в круг управления. Поэтому я всегда, вот, Азиза, вы уже знаете, да, прежде чем кто-то мне говорит, пойду учиться к вам и так далее, я 100-500 раз отговариваю, говорю, ты точно понимаешь, куда ты идешь, что ты хочешь. Если есть иллюзия, что вот сейчас я этому обучусь, у меня вот он лежит документ, сертификат очередного человека, который обучился, если ты просто думаешь, что там тебе начнут платить миллионы, это твой бизнес будет, нет. Потому что ты повязнешь. Это прям вот такой коррупционный элемент, когда все сдохшее, простите, там, Lehman Brothers, там, Артур Андерсон, это же результаты вот этого. Когда Ну, не знаю, мне кажется, как будто бы их, интересуешься мне кажется, их деньгами. просто как будто поймали, просто вот так Да, бы я а сказала. там неуловимые, А да, другие- остальные. другой момент, то, что тебе не успели переложить. Да, поэтому каждый раз появляются новые акты, которые требуют, например, там последние, да, вот эти вот там Оксли, Сарбенс, Оксли. Почему? Это откуда возникает? Да, потому что, да, вот такие вот грани. И Ну, здесь потому нужно что чётко люди, понимать. Хорошо, потому что давайте люди всё-таки- всегда могут, да, они должны преследовать там свою Нет, как бы, понятно. интерес. Вознаграждение Да. должно быть по результатам, должна быть какая-то грамотная. Это, кстати, тоже Адекватность. зависит от уровня зрелости Конечно, акционера. Он, с одной конечно. стороны, не должен просто так бесплатно использовать свой совет директоров, да, который тоже будет за 3 копейки сидеть и по остаточному принципу там что-то делать. Не будет работать. И с другой стороны, не надо его как бы сильно там на деньги подсаживать, чтобы просто не превратилось в дорогую нотариальную контору. Все-таки давайте для женщин. Да. Что нужно женщинам, чтобы сегодня, ну, вот мы говорим про профессиональных женщин, чтобы они все-таки пробили свой стеклянный потолок и воспользовались этими квотами? Ну, вот смотрите, вот сейчас планируется вот эта работа по сбору данных вообще о женщинах, которые у нас есть в Казахстане, по квалификации. Это очень важный момент. Дальше, они подаваться должны. Вот это вот там хорошую девушку под столом видать, вот здесь точно не сработает. Будьте любезны, выйдите из-под стола, да, напишите свое резюме, подайте. Вот я думаю, мы какой-то портал, там, сайт создадим, куда можно подаваться. Обязательно нужно будет проходить интервью и так далее, потому что нужно понимать адекватность понимания, куда вы заходите. Потому что это риски в любом случае. Это, в конце концов, существует управление рисками. Третий момент – это обучаться. Четвертый – это действительно не бояться уже подаваться. Там же, видите, у нас есть такой интересный люфт. Можно зайти в независимый совет директоров, можно быть представителем, да, акционера, а можно быть экспертом. Вот есть комитеты, там, где ты просто попрактикуешься. Это ты не принимаешь решения как эксперт, ты даешь просто свои рекомендательные штуки. Оно там недорого стоит, но практиковать надо. Ну и, естественно, если мы понимаем, что да, у человека карьера, а все вот кто там, директора департаментов, да, подразделений, зампреды и так далее, а куда им деваться? А вот корсеки, аудиторы, рисковики, комплайнс-офицеры, а куда им дальше по карьере-то? Ну, только одна дорога туда, ну, или в огород там капусту сажать, ну, реально, да. Поэтому эта группа людей, она существует, и там достаточно хорошая пропорция женщин, потому что, ну, там много женщин. Ну, я хочу сказать, это не только это. Сейчас же вообще компетенции советов директоров очень сильно расширяются. Сейчас туда IT-специалисты, которые могут Да. выстроить стратегию цифровой трансформации компании, заходят. Я последние смотрела исследования, которые говорят, что нужны специалисты, которые бы занимались репутационным менеджментом более высокого уровня. Да, Потому что все-таки нематериальная стоимость компании тоже сейчас уже имеет существенное значение. То есть это достаточно широкий пул специальностей, которые могут быть востребованы. Я бы сказала вообще все специальности. Знаете, у меня была история, это было, сейчас могу сказать, это 2012 год,
когда госструктуры, это был медицинский холдинг, та версия, которая уже тоже закончилась, они начали искать себе независимых директоров. И к нам пришел запрос в нашу ассоциацию, что нам нужны там, понятно, аудиторы, финансисты, там, HR, да, и предприниматели. Да, внутренний предприниматель. Потому что вот у них же нет навыков, это же госструктура, да, у них вообще напрочь отсутствует это. И нужен был человек, который немножко так, вот по Адизесу это да, entrepreneur, который немножко будет драйвить, там, я не знаю, реанимировать. Бизнес-девелопер. Ну, который, да, бизнес-девелопер, который понимает вообще из реального сектора. Да, и вот когда, врать не буду, мы туда отправили 3 прям, те, которые у нас закончили, предприниматели, классические со своим бизнесом, так они никого не взяли, потому что они пришли туда, настращали их, сказали, вот это надо. О, не, давайте возьмем просто финансиста. Нам главное, чтобы тихо перед государством отчитаться. Да, вот, то есть любая сфера может сейчас подойти. В принципе, мы с вами начинали, то есть в вашей ассоциации были предприниматели, женщины, которые начинали, там, кто-то там успешно, кто-то не успешно, кто-то уже быстро добежал сертификации, а кто-то нет, а кто-то уже в совете директоров. Ну вот у каждого будет свой путь, условно говоря, но не надо бояться, что, ой, я не знаю, медик, и это не пригодится. Я вас уверяю, вот у нас за все время где-то 7-8 медиков было, и вот сейчас у нас компания, собственник, я не знаю, за 30 лет она номер 3 вот в нашей большой системе медицинской, ну, по поставкам. Там у нее, конечно, много вопросов, потому что удивительно, как человек вообще выжил вот во всей этой, так сказать, индустрии. Ну, естественно, нужны медики, которые разбираются именно в корпуправлении. И нам приятно, да, предлагать, так сказать, кандидатуру. Хотя, где, кажется, медицина, где корпуправление. Нет, всякая сфера. То есть индустрии вот так расположены, корпуправление вот так расположено. Поэтому, мне кажется, это нормально. Главное, чтобы было у человека вот интенция, да? Да, Бота, что ты бы порекомендовал? Ну, мне кажется, как минимум... это минимум, да? Я думаю, что это, поскольку там хорошо, это же управление, то есть важна не только профессиональная компетенция, ты хороший медик, ну, хирург, да? Но управлять не можешь, извини. Потому что это наука больше управленческого характера. Да. То есть это очень тяжелый баланс для тех, кто high professional, бросить финансы, да, бросить HR, бросить общаться с людьми, и начать общаться с бумажками и заниматься не развитием персонала, а типа конфликтами. Потому что везде это постоянный конфликт, да? Там, все понимают, что это конфликт на конфликте. Очень много интересов, да, с разных сторон. И то есть надо, во-первых, иметь управленческий опыт определенный количеством людей, да, потому что здесь это не как вот в фильме, да, там 3 научись управлять, а уже потом не важно. Нет, важно, потому что уже, да, там межстрановой, да, например, уровень, потому что во многих холдингах есть там активы за рубежом, да, тебе приходится общаться еще с контрагентами. Это разные культуры, и ты должен управлять, там, понимать язык, да, там, не знаю, HR, финансиста, рисковика, там, сейчас IT, понятно. А это может все на себе собирать, как вентилятор, это сейчас управленец, да. То есть, если у тебя нет управленческой функции, ты командами не управлял, департаментами или там регионами, дивизионами, то очень сложно вообще понимать, что ты там, да, там, вы сейчас дискутируете, а потом жизнь 1000 людей меняется. Последствия, да, там, таких. И, соответственно, эффект управленческих решений. Потому что если ты еще управленец, ты знаешь инструментарий. Вот и все, да, то есть именно управление. Потому что они хороши именно в инструментарии. Вот. Я бы, например, сказала, окей, классно, то есть любая женщина, кто сейчас знает, она должна понять сразу, подхожу, не подхожу по 2 критериям. Ну, когда-нибудь через 20 лет, да, окей. Но если у тебя сейчас управленческого опыта нет, смысла наращивать какие-то компетенции в корпуправлении нету, потому что нет соответствия управленческого, да, то есть это минимум, должно быть, я не знаю, сколько лет, да, X. Не то, что я 3 года поуправляла командой из 10 человек, не подходит. Мне зачем сейчас, да, там, что-то наращивать? Я лучше... Вот этот, то, что я говорю, дорожная карта должна быть. Вы мне покажите, как туда дойти, например, если мне хочется. Потому что здесь нельзя сделать шорткат. Ну, как бы, да, давайте, мы же такие, мы любим там, как мы поскорее будем пройти. Монтаж сделать. Да, давайте монтаж сделаем. Я тут посижу,
потом здесь посижу, потом я здесь появлюсь. Ну хорошо, Потом понятно. Если у тебя Да. нет управленческого опыта, все-таки надо Нарабатывать. нарабатывать его и потом Вход себе совет. поставить как бы Да. какой-то некий карьерный Да. такой трек и по нему Да. идти. Мотивация это управлять. У женщин, да. Должна Первое. быть мотивация, да. Почему у женщин должна быть мотивация управлять? Два фактора. Если внутренней нет, никакими стимулами ее не нарастишь, к сожалению. То есть, если женщина говорит, и это не только женщина, это вот всех касается, кому интересно на уровне кассы оставаться. Вот я рассуждаю понятиями такими, не в обиду профессии, да, это просто вот уровень начальный у всех. Это касса или колл-центр, или там сейлс, да. Если мне вот эта позиция окей, и прям человек говорит, я в жизни больше ни к чему не стремлюсь, мне этого достаточно, мы можем сколько угодно стимулов создавать, но он не придет туда. Вот эта внутренняя мотивация, я прям изучаю, да, откуда она, почему вот мы с вами начали в одной кассе, мы одинаковые с вами казашки, один и тот же бэкграунд, да, там, вот все одинаково, образование, условия, тенге рушится, вы растете, я падаю, да, ну в чем, да, там, где секрет Азизы? Я понимаю в чем. DNA управленца, да, там, это первое, целеустремленность. Я вот всех, вот кого опрашиваю, вы не самый, может быть, и умный вообще человек, не надо быть самым умным. Вот это, Да. и это не про отличие, целеустремленность. Если это как компетенция есть личная. Второе, есть любопытство, а оно вот такое, да, там, интересно, а что это, какая у тебя работа, да, там, интересно, а что Зиза делает, там, интересно, а как камера работает. И вот это у них природное, я не могу это заставить сделать. Могу, конечно, тренировать, да, но не будет эффекта. Понимаю, что это, если у меня есть целеустремленность, это и есть мотивация по факту, дисциплина. Да, да. То, что я хочу, это дисциплина. Да. А это вот от этого, от цели. Любопытство. Мне интересно изучить эту индустрию, да, там, тем, а как это так, а почему-то компании работают, а почему так налоги начисляются и так далее. И третье – энергия жизненная. И я просто говорю интересный факт, да, там, что это нужно понимать, в какой момент, если, ну, то есть, я вижу такой тренд, я не знаю, вы подтвердите или нет, согласно многим тестам, 40 плюс в Казахстане топ-менеджеры, у них меланхолия тотальная. Они все перегорели. Они находятся в критической точке перегорания. Потому что те колеса, на которых они ехали, уже не работают. А новые надо создать, над ними надо работать, надо кризис пройти. Да? Нужно понять, что не только ради денег, не только ради статуса, не только ради... И у них как будто бы нет бензина на следующие 20 лет. И сейчас они все находятся в таком периоде. Я говорю любой, да, там говорю, а у тебя есть бензин на следующие 20 лет? Потому что жизнь уйдет на это. Они говорят, энергия. нет, он говорит, она 30, да? Да, но я говорю, это же последние активные, классные года, да? Да. Там? О каком Причем бензине? последние. Ну, потому что... Будто молодая, ей можно говорить, Нет, так? объективно, я говорю, что 80, я же не хочу скакать по советам директоров, объективно там что-то ездить, надрывать. То есть у меня не будет энергетически... Вот, грубо говоря, я в пятницу могла пойти гулять всю ночь, да, а в субботу утром пойти сдать экзамен. Такого же у меня сейчас нет, у меня нет такого. И это правда, да, Том? Ну что, 20 лет прошло, все, мы уже... Я могу 3 перелета сделать, и все, и 2 дня отхожу. Уже нет того уровня энергии, с этим нужно смириться, и она будет убывать. И поэтому, говорю, есть люди, особенно женщины, природно высокоэнергетические. И это как бы, ну, как бы объективный фактор. Я говорю, если ты высокоэнергетичная женщина, можешь пойти. Потому что можешь потратиться еще и на компанию, еще на 10 тысяч человек. Но если у тебя мало, у меня вопрос. А ты уверена, что ты хочешь вот? Я думаю, всегда такие со даже и не всеми? будут рассматриваться. Да, они не будут. У них нет этой такой мотивации. Поэтому вот эти Ну, вот как раз таки женщины, вот 3, эти 1500 женщин, которых мы высокоэнергетичные, должны да, будем целеустремленные, значит, собрать в любопытные. нашем женском кадровом резерве для совета директоров. Выходить через спортзал их Нет, это будет бомба. Это фа- бомбезные, да. Да, если вы увидите, если вы в одном месте соберете 10, там, не знаю, 100 высокоэнергетичных женщин, тут просто все зашкаливать будет, да, там. Это объективный фактор. К сожалению, они природно, ну, как бы энергия не всем, да, там, дана одинаково. Но интересно, что именно они, да, там, именно энергия
ее уровень позволяет им ходить там на все встречи, да, там, быть высокоэффективными. Вставлять свои 5 копеек везде. Да, это не думать, что как бы это они такие, нет, это, к счастью, энергия им была Да, к ним ну, благосклонна. неравнодушие, да. Да, другой мотивация. момент, да, другой момент, типа, на что мы ее потратим. И вот 40 лет приходит осознание после, да, там я говорю, ой, я на карьеру что-то тратила, да, там туда свою жизнь не жила. У них и реально идет осознание. Поэтому если ты как бы не прошел вот этот момент, себе новый бензин, как бы новые колеса, мотивацию не нашла или не нашел, почему тебе нужно идти с твоим блестящим умом, энергией, ценностями, идти и служить кому-то, непонятно за какие деньги, и последний, как бы самый активный свой цвет жизни на это потратить. Потому что есть BATNA, Best Alternative, да, там, мои лучшие остальные предложения. А они могут быть другие, да, тоже Хорошо, не менее а вот совет привлекательные. для тех женщин, у которых есть жизненная энергия. Хотят войти. Они хотят, ну, может быть, они еще не осознали, но после выхода наших нормативно-правовых актов они, значит, осознают, Да. для себя найдут этот путь, но у них, допустим, не было еще опыта. Вот как первый раз войти в совет директоров? Вот можно я пример такой, да? И, Вот кстати, первый раз, Да, допустим, вот, у тебя да. есть управленческий опыт, профессионализм, Куда подать, да? энергия. Куда Да, отправить, да. Все у тебя есть. Вот как первый раз войти в совет директоров, чтобы на тебя реально обратили внимание, тебя пригласили, и ты как бы начал работать? Да, вот смотрите, здесь есть совершенно несколько, в принципе, каналов и подходов, понятно. Давайте начнем с тех вещей, которые для нас культурно совершенно допустимы, и это нормально. Это, например, связи. То есть есть люди, которые вас знают уже как экспертов. Ну, это в Западе Да, тоже есть, просто сейчас, называют да. нетворк. Да, нет, я имею в виду такие специфические связи. Вот там прям просто приходите и говорите, вот смотри, вот у тебя есть акционерное общество, у тебя есть совет директоров. Дай мне просто право, на правах вообще молчаливой рыбы, ну, я не знаю, чуть ли чай, кофе принеси, дай мне просто право смотреть, как это происходит. Это просто смотрящий. Вторая роль, она официальная, то есть вы можете не быть членом совета директоров, но быть экспертом в комитете. И это как бы кто-то платит за это, кто-то не платит за это. Да? Вы можете быть экспертом в своей области и всем раздать, условно, я там возглавляю ассоциацию чего-то, и мы в этом деле специалисты. И если у вас есть вопросы вот в общей теме, в советах директоров, в вашем развитии вашей компании, в стратегии, пожалуйста, обращайтесь, мы вам всегда будем доступны. Нужно активничать. Да? И, на мой взгляд, и третья версия, которую я, вот, кстати, вот Бота проговорила, что вот если нету опыта и там нет смысла даже в эту сторону смотреть, может быть, может смотреть, но не активничать. Я вот в своей практике, мы обучили уже там около 500 людей, которые в этом разбираются или не совсем разбирались, могу одну вещь сказать. Большинство из них не были членами совета директоров. У нас вот в середине пути появилось все больше членов совета. То есть был такой механизм, что давайте обучитесь, потом заходите в совет директоров, или вас уже взяли в совет директоров, вам нужно подкову сделать, правильно? Ну, то есть фундамент должен быть. И у нас было очень много людей, там, зампредов там, или директоров подразделений, и когда они обучались, они говорили, господи, только поняла, зачем мне это председатель совета директоров, 3 месяца мне мозги там чесала туда-сюда, я, говорю, только поняла. А что это означает? Это означает, что ты на исполнительном уровне тоже должен набирать вот эту компетенцию, работать с органом управления. Рано или поздно ты туда встанешь. Соответственно, вот то, что мы вот в корпус управления даем и вообще как бы практикуем, никак не мешает твоей текущей исполнительской роли. Где можно начинать? То есть с чего начинать? Если ты уже заместитель там, директора подразделения или начальник управления, вот прям обязательно нужно проходить хотя бы основной корпус управления. Почему? Потому что это же нормально, когда ты раскрываешь просто горизонт. У тебя ты вот так пока как подразделение, да, и у тебя крышка это там твой директор, там генеральный или председатель управления. А когда ты начинаешь шире смотреть, ты же начинаешь смотреть со стороны компании, что, оказывается, мы вот туда идем. А вот куда мы идем, это только совет директоров знает. Ну, честно, должен знать. Поэтому, конечно, это имеет огромное значение, когда ты даже вот на низах находишься, можно продвигаться. Плюс еще общий тренд. Стартапы. Все стартапы очень сильно нуждаются в инвестициях, правильно? И ты не начнешь никакой там, я не знаю, там, этап забега там, своего в поисках денег, если ты не знаешь просто банальных правил корпоративного управления.
То есть у нас нет ограничения вот такого, вот она тебе, вот такая одна карьера. Корпус управления – это потрясающий инструмент. И ему можно научаться в любом возрасте. Ну, еще у нас очень много достаточно действительно женщин-предпринимателей, Да. которые могут, А сама пройдя она через это обучение проходит. корпуправления, потом и сами выйти на Использовать. новую форму, скажем так, управления Конечно, своим бизнесом. расти компанией. Это не обязательно стать акционерным обществом, даже если ТО. Она уже Ты акционер. можешь сформировать наблюдательный совет и в рамках наблюдательного совета выстраивать Так и работает. и быть самой председателем этого наблюдательного совета. Да, но вот здесь один нюанс есть, Азиза, мы уже встречались с этим. Да. Когда мы, например, вот у нас, вот даже группа, которая начинала предприниматели учиться, некоторые говорят, у меня есть совет директоров. Я говорю, и кто там? Ну, там директора моих подразделений. Я говорю, ну, нормальный совет директоров. Управление уже собрал. Это уже просто, ну, как бы операционный уровень. То есть это и есть, вот нужно это изучать. Ну, не дураки, блин, 400 лет на дороге не валяется. Правильно? И сколько судов, сколько у нас там, я не знаю, bankruptcies, это все же, вот вам тебе учебник открытый. Надо Да. учиться прямо вот сразу. Там, Да. там бы нет вас, да. исключений. Я вас абсолютно поддержала. Мне первое, что пришла, вот я просто на себя примеряю. У меня всегда такой пас, как у меня нет другого метода. У меня есть два метода в жизни, которые работают с точки зрения развития скиллзов, да, или там профессиональных целей. Первое, зайди и бесплатно изнутри. То есть я не могу то есть я же не знаю зачем, да, там, у меня называется партизанщина это. То есть хочешь узнать кафе открыть, зайди туда официантом. Да. Хочешь узнать, как у них кухня устроена, иди наймись в обслуживающую компанию, которая обслуживает ремонт их. Ты зайдешь, и ты сразу видишь, какая у них кухня, оборудование, что у них и так далее. Разведка боем. Да, ты идешь и говоришь, мне это вообще интересно. Ну, то есть хочешь зайти в совет директоров, зайди Бесплатно. Бесплатно, как Да. эксперт в комитет, по крайней Да, мере. Любой, да, ты минимальный. говоришь, да, я да. просто хотите там корп этим, всякие, ну, я не знаю, стажер там. Я говорю, я бы просто хотела, ну, NDA, да, подписывать. Вот я бы разослала кол и сказала, у всех акционеров, которые я знаю. Да. Я Постучалась готова, бы и да. сказала, хотите вот мой опыт, да, там, я буду вам, не знаю, печатать, да, или что вам надо, расшифровывать. Но я хочу там молчаливо смотреть, да, и дать там какой-то, зачем тебе, объяснить нормально, зачем мне это надо. Да, да. Я думаю, что, конечно, большая часть откажет, но как бы какая-нибудь дверь откроется. Ну, один-то хоть всегда найдется. Потом надо кого-то попросить это сделать, конечно. Не так, что ты с улицы девочка пришла. У Можно нас все-таки, рекомендации потому что это уровень, это доверие, да, к закрытой информации. Ну, то есть это опять-таки обратиться в некие компании, HR Кто-то, кто-то за меня должен замолвить слово, а значит, у меня агентство. должна быть уже репутация. Если меня пускают к акционерам, да, к их встречам, у меня уже за меня кто-то поручится. А это уже там для них имеет вес, да, там. А это значит, что для меня я кого-то не должна подвести. Ну, много вот. Но это нетворк работает. Зайти, посмотреть, поэтовать, да, там, пообсуждать. Вообще просто ничего пока не Просто высовываться. понаблюдать. Просто, да, посмотреть за их работой. Несколько компаний. А потом, если у меня есть классные идеи, я же эксперт в этом, да, там, я говорю, я могу написать, сказать, слушайте, вы же делали в тот раз, вот такой кейс обсуждали. Вы меня не просили, и, конечно, ну, нет, но вот я бы благодарность, За то, что благодарность. Я бы хочу поделиться с вами, да, вот такими мыслями, как бы, что можно было улучшить, чтобы там, не знаю, сделать это более справедливым, финансы более устойчивыми. Вы же хотите прогнозировать, да? Вот посмотрите на вот эту технологию при внедрении. Ну, где я эксперт, в общем. Но сделать свою домашнюю работу. Нельзя, да, взять, а потом ничего не дать. Надо дать. То есть надо сделать первый шаг и А потом отработать а это. потом отработать, показать себя. Ты же все равно эту работу Да. собираешься делать. Представь, что ты совет директора, у тебя такая задача, да, там, говоришь, мы идем стратегии на там, туда. И ты идешь, да, там, я вот провела market research, вот так, да, чтобы вот стратегия такая, ближайшая, я думаю, что нужно альянс. Давайте, посмотрим сделку вот с той компанией, я из 100 компаний узнала, что у них есть технология. Зачем нам это? Давайте, может, выкупим сейчас. И то есть и я целую, да, там, и любой человек, кто это увидит, скажет. Это классная там идея, кстати, человек вот зайти как бы через поработал. тему, не через людей, а через тему, потому что совет директоров отвечает за разработку стратегии.
Если вы можете Ну да, быть то есть если ты специалист в какой-то области, которая- цифровизации, ты приходишь и говоришь, давайте я Я вам вам помогу. предлагаю стратегию цифровой трансформации вашего а потом я бизнеса. вам сопровожу его. Да, а потом ты, соответственно, как эксперт, да, если или я, учитель. допустим, аудитор, я скажу, давайте я предлагаю вам, значит, На практике так и процессы вот происходит. так выстроить. На Если практике я происходит. там специалист, вот, кстати, это очень хорошая идея. Вторая вещь такая, я бы узнала, список директоров, он же доступный. Да. Да. LinkedIn, руки тебе никто не бьет, да, там, зарегистрироваться. Конечно, Ну да. Это вот этот итальянский называется «своруй работу у другого», да, вот этот, типа. Посмотри, как Азиза отвечает по телефону, смотри, как Азиза дает интервью, посмотри, как Азиза сидит, стоит, пишет, что-то делает. Это и есть профессиональный навык. Посмотри вот этих людей, приди к ним и скажи, вы в совете директоров, я хочу понять вот ваш бэкграунд, давайте поработаем вместе, да, там, чем мы можем, вот я вам открою, я не собираюсь вас где-то подсиживать, но я хочу вашу экспертизу понять. И по сути, даже если меня не запустят во все эти организации, у меня есть список из там 450 людей, и я со всеми могу с ними поговорить. Типа, задать им вопросы Ну, хотя бы. во-первых, продать себя можно. Значит, аналогия классика, да, вот есть Холмс, да, доктор Ватсон, он к нему как бы приотачился, чтобы так сказать, писать его все вот эти истории, он это же пара, Да, и вошел Потом сам в в историю. историю, конечно. Да, соответственно, это какие-то вещи очень просто, не требуют мне никакого образования, ничего платить не надо Не rocket никому. science. Просто ты иди, спроси, что есть уже, да, потом ты поймешь, нравится, не нравится, потом ты сделаешь следующий шаг, соответствует моей компетенции и требуемой, и вот там, где требуемой, может, доберешь, да, например. Да. Все просто, ну, как бы, а то мы сейчас, это на самом деле вообще ни копейки не сложно, это цена чашки кофе. Вот, и со всеми с ними встретиться, зафиксировать и бэкграунд, если надо, в Excel занести, понять, типа, что у них общего. Я скажу, в 80 случаях у них была магистратура и там, или что-то еще, или английский, ну это же очевидно, она английский знает. И я в свое резюме, да, начинаю складывать. Вот из этих те, что есть. И вы правы, и классная еще вещь такая, вишенка. То есть я же, получается, еще из 450, я как бы еще одна 451, да, там. У меня как бы нет фишки, да, то есть, грубо говоря, там, фишка, то, что же, это не фишка, да, там, маловато что там. Я что делаю? Правильно, я начинаю, Азиза, делать тематику. Есть 3 тематики, где женщины хороши. И я даже посмотрю, в чем, да, они. Sustainable development, они везде в совете директоров вот эту тему, да. Это же не просто слова, да, там есть четкое, типа рейтинг есть, индекс, я свою компанию, эта тема, нужно разбираться в ней, изучить ее, пройти сертификат, сказать, я одна из 5 в Казахстане, Certified ESG, я вашу компанию поведу в рейтинг. Мы изменим условия, это будет стратегия, это повысит капитализацию, устойчивость. У нас люди не будут умирать на производстве, потому что это там. У нас люди не будут бастовать, и все, как бы ты объясняешь, да, свою ценность. Либо цифровизация, 2, что вообще круто тоже, да, любая сейчас компания без цифровизации никуда. Вот. И 3 есть, это, например, коммуникации. Проблема всех везде, вот, если, это коммуникация. Внутренние коммуникации внутри холдинга, со всеми внутри компании. Вы придете и скажете, я с утра до вечера Мастер коммуникации. буду заниматься только тем, чтобы внутри наших всех компаний холдинга была блестящая, лучшая коммуникация. Мы быстрее могли получать информацию, все правильно ее понимать качественно, интерпретировать, принимать решения. И будет внутренняя корпоративная среда, где информация должна быть прозрачной. И я буду за внутреннюю там, корпоративную коммуникацию. Культуру, да. И классно, вы говорите, вы пришли в совет директоров Со своей повесткой. со своей повесткой. Вы, потому что мы же в совете директоров уже сидим, да? Вы отвечаете за финансы 20 лет, я тут уже сижу за HR, отвечаю 15 лет. И вы, Азиза, вдруг залетаете и говорите, Я мастер здравствуйте. коммуникации. Да, я мастер коммуникации. Твою жизнь облегчу так, бота твою жизнь в HR, вообще у тебя же голова болит все время. Если вы зайдете с повесткой HR, то мы здесь сразу же начнем конфликтовать. Вы долго не продержитесь, потому что я 15 лет, а вы только первый день. Ну, то есть вы вылетите. Потому что все, что все равно как бы не говорилось, это как бы влияние, да, там. Я типа да. за этот блок, вы пришли,
Ну, HR, финансы – это достаточно устоявшиеся Да, занят. уже Хочу сказать, ниши места в заняты. компании. Места Места заняты, заняты. да. Если вы придете с той же аджендой, будет конфликт с предыдущим, 100%. Рано или поздно он случится. Очень тяжело, да, как бы сказать, вот, есть новые методы, вы говорите, вот так работало и работает, хочешь вот это вот? Подпиши уже все, я так сказала. Да. Мой опыт. Это мой опыт. И здесь тяжело, да, потому что я изначально пришла как бы две головы в одном казане, называется. Вот эту свою адженду придумать. Уже, я говорю, домашняя работа. Исходить своей все-таки карьерной Да. такой амбиции. Скажите, всё да, чётко. финансы здесь не хочу даже, вообще как бы. HR, выбора нет. Я хороша в коммуникациях, в цифровизации. Моя мечта сделать казахстанскую компанию классную, которая будет стоить, там, цифровые активы появятся, или ESG. Или Вот эти- очень узкая тема, которая нужна компании. Вот просто она настолько узкая, что вот Да, я экспертная. там мастер верхнего там. Ну, там, как вы верхней правильно сказали, например, медик, да, я Да. профессиональный там Да, специалист, я знаю всю Там технику очень много и нюансов, так да. далее. Я прошла там, работала в разных сферах, и вы, конечно, сюда придетесь в эту компанию по поставке медтехники Да. сразу ко двору. Да. То есть Или ну, эксперт в международных сделках. Да. сейчас Вот или- что-то, вот какую-то нужно фишку свою добавить, не украсить этот, как называется, стол совета директоров своим присутствием. Ну, типа, обогатить И стать компетенции. такой Да. вишенкой на торте. Да. И принести свою ценность, да. Кто-то придет, разрежет этот торт и съест. Отлично. Да, он Ну, я разбирает. думаю, что мы дали очень хорошие, прям готовые лайфхаки, готовое прямо решение, как женщинам сегодня с помощью своих компетенций, с помощью своей жизненной энергии и своего опыта не просто, ведь действительно не самоцель же войти в СД, а еще же вопрос там состояться. Это только начало. Да, вопрос там состояться, показать себя и реально принести пользу. Но я еще в самом завершении хочу сказать, убойный экономический эффект от 30% квот. Во-первых, это сразу повлияет на наш международный рейтинг Global Gender Gap, потому что там внутри есть субиндекс женщины на уровне принятия решений. Хочу сказать, что Казахстан в 2022 году уже начал. У нас до этого был такой неспадающий тренд, мы там до 87-го места откатились. Сейчас Казахстан начал подниматься, мы еще поднимемся, и забегая вперед, многие думают, ой, рейтинг ради рейтинга. Нет, Global Gender Gap влияет на международный инвестиционный рейтинг страны, на страновые рейтинги. Соответственно, международные инвесторы, Связано, как Бота говорила, если на уровне там банка, да, а на уровне мира, на самом деле между странами, за что идет сейчас борьба? За международные инвестиции, мировые инвестиции. Поэтому международный инвестор, который будет выбирать, куда ему инвестировать свои деньги, где ему поставить завод, он посмотрит, там инвестиционный индекс Казахстана, страна не воюющая, значит, уровень, у нас, кстати, по уровню образования, в принципе, Высокий, да. мы очень хорошие позиции занимаем. Страна имеет хороший гендерный индекс, страна имеет легкий вход на бизнес, у нас есть Да, электронное правительство и там все вот эти сервисы цифровые, понятное законодательство налоговое, в принципе. Ну, все, я принимаю решение, инвестирую здесь. Ну, есть еще другие, конечно, факторы. Ну, по крайней мере, мы тоже внесем свою лепту в привлечение мировых инвестиций в страну. Да, я думаю, что вот у японцев есть, вот у Кайдзена, да, есть 8 видов потерь. И не так давно они внесли 9-ю потерю, да, это потеря, это неиспользование творческого потенциала человека. Ну, так и называется. И я вот тоже вот по экономике, если у нас 52% женщины в целом, да, тотально, ну, это же прям очень жирный потенциал, да, очень жирный. Экономический ресурс. Да, ресурс, который мы его используем на 7%. Если брать 52%, из них, вот как за 100%, мы используем только 7%. Это мизерно. Ну, то есть все остальное где? Почему не используем? И вот, например, если японцы за это борются, да, почему мы вообще очень небрежно относимся? Нам нужно, мне кажется, просто
хоть это грубо будет сейчас звучать, но это выжимать максимум с любого, так сказать, рожденного, созревшего, зрелого, образованного, там, да, с хорошей карьерой человека, ну, в данном случае женщины. И тогда, и вы знаете, наверное, вот из моей практики, в моем первом образовании я музыкант. Но я была очень сильна, вот прям я вышла со школы как сильнейший математик. Но я пошла на русский язык. Почему? Потому что у нас преподаватели, они говорят, а что все время музыка да музыка? А чем мой русский язык хуже? Или чем моя математика хуже? И вот это вот некая такая конкурентность, да, постоянная, и он, общий уровень, он все равно рос. Вот здесь то же самое будет, мне кажется. То есть если чуть-чуть акцент сюда, оно, так сказать, пробудет и в другую сторону, скажет, а что-то мы здесь лежим и отдыхаем, давайте. Ну, то есть, если кошка такая лежит вялая, и собака спит, да? Кошка вскочила, собака за ней. Да-да-да, вот что-то из этой серии. И мне кажется, это очень хорошо было бы для компании, для страны в целом. Это полезно очень. Спасибо большое, Бота, в заключение. Но я думаю, что первое, да, там, как я говорю, надо пользоваться возможностью. То есть в нашей стране, мне кажется, много возможностей, да, и надо брать. То есть здесь навык использовать, да. Второй момент, это, конечно, я думаю, эта ситуация меняется чуть-чуть, да, я надеюсь, что брать осознанно, то есть не все подряд, да, мы берем и что-то делаем, 10 лет на это тратим, потом понимаем, оказывается, не то. Все-таки выбирать профессию там осознанно, да, там цели ставить более осознанные. И тогда у нас общество выйдет на совершенно другой уровень. Да, там. Это вопрос даже не там, станем ли мы богаче. Оно придет. То есть богатство, да, там, нация, оно придет, но оно не приходит первым. Да, оно приходит первое после того, что мы там базовые вещи там, ценим, да, друг в друге. Там, тенге падает или не падает, я Азиза вам доверяю. Ну, в смысле, у меня первичное доверие. Да, там. Плохо, что, типа, если тенге падает, я вдруг вам перестала доверять. Да? Вот это базовое доверие между друг другом, оно увеличивает все, эффективность. Да, там. Я не говорю там про доверие к государству, нет. То есть давайте доверять больше друг другу и взаимодействовать, потому что когда доверие, начинается транзакция. Вот, на это мы все можем влиять, на самом деле. Второй момент классный, это то, что идет интеллектуальная часть, да, там. Не надо дипломы, нужны знания, реальные знания. Потому что мы в Казахстане, я вот с точки зрения там, формального, да, там, качества знаний, мы молодцы. Ну а почему все тогда стонут? Где все эти молодцы? У всех нормально все с сотрудниками. Почему-то все плачут, что у них сотрудники не очень, да, там, не квалифицированы, надо постоянно их обучать. То есть, и я считаю, что первое, да, там, надо прекратить коллекционировать дипломы, им нужны реальные знания. Второй момент, я за то, чтобы компании перестали вообще платить за обучение сотрудников. Я за то, чтобы компании начали поощрять платить больше тем, кто сам инвестирует в свое образование. Потому что этот life как бы такой learning, да, там, который как навык формирует, что это норма. Не только в рестораны ходить каждый месяц, да, не только хорошую одежду себе покупать каждый месяц, но и хороший курс себе купить каждый месяц. И это моя личная трата в себя. Я же покупаю одежду, там, крашусь, да, что-то там делаю, а в знании как будто нет. И корпоративный сектор в том числе немножко развращает это. Во-первых, бюджет, да, говорит, не надо, мы за тебя грант заплатили, вперед. В компанию приходишь, он говорит, что тебе бота нужно, вот тебе. И туда, и туда, и туда, бесплатно. Почему так происходит? Потому что я не беру, когда мне просто так дается. Я просто 12 месяцев отсижу и как бы не должна, а это затраты. И самое опасное, что как будто бы у меня не сформировалась привычка и навык платить за свое образование и за то, что я вот беру, а потом применяю, чтобы это отбить. Вот этого я говорю, мы же любим ходить везде, там, что-то все бесплатные курсы как наберем, да, там. А ответственности за внедрение этих знаний нету. А оно появляется, когда я заплачу. То есть вот это самая основная штука, я думаю, это как классная вещь для всех нас. Доверие, знание как реальный навык, как привычка, да, как мы же ходим в спортзал, то же самое, платим за это. За знания нужно новые платить.
И третье, это уже, да, финансовая штука, да, которая приходит как благодарность, вот как равно. Вот это плюс прибавь это, и у тебя в любом случае придет, как это называется, доллар, да? А мы часто делаем наоборот. Типа, мне нужен доллар, а вот это не нужно. И в результате у нас плохое образование, и мы не привыкли доверять друг другу. Вот в этой формуле как бы я не против денег, но я просто, чтобы вот эти деньги стояли на знаке равно в конце, но не впереди как самоцель, да, там. Я думаю, тогда у нас будет в целом быстрее развитие не на индекс смотреть, да, они как следствие станут. Ну да, как индикатор. Как индикатор. И я, конечно, благодарю на самом деле всех тех, которые тратят свое время, усилия и энергию на то, чтобы делать изменения в обществе. Потому что я представляю, сколько кулуарных было разговоров, там, общения, энергии, то, чтобы какая-то вот эта норма прошла. Кому-то же это надо было, кто-то же за нее бился. Хотя женщины все спокойно спали дома, да. Вот какие-то 5 неугомонных женщин ходили, да, там и с флагами, и вот кулуарно, да. И я понимаю, что на самом деле это больших усилий стоит. И, не знаю, Зи, за вас благодарю, и вашу команду, и всех, кому не знаем, да, за вашей спиной, вот, за такую возможность, что кто-то расширил для женщин, и для меня в первую очередь, мое жизненное пространство. Вот. А это значит, что у меня появилось просто больше возможностей. Да? И, наверное, это как бы классно для тех. Не все возьмут, но как бы, как называется, как только вы чуть-чуть там расширяете границы, кто-то придет. Конечно. Да, а без вас бы не пришел, точно. Спасибо большое за сегодняшнее интервью. Я тоже хочу поблагодарить, я хочу поблагодарить вот тех членов национальной комиссии, которые поддержали. Вообще, на самом деле, в нацкомиссию по делам женщин я пришла с этой повесткой. То есть я пришла с 3 конкретными запросами. И я сказала, я вот эти 3 запроса сделаю, могу спокойно уйти и дальше заниматься своими делами. И вот 3 вопроса, я тоже считаю, что надо всегда, цель ставишь, надо добиваться результатов. Добился результата, закрыл, пошел дальше. Поэтому тоже хочу поблагодарить тех членов национальной комиссии, хочу поблагодарить Аиду Галымовну Балаеву, которая придала этим квотам реальное административное ускорение. И я надеюсь, что теперь наша уже с вами задача в реальной имплементации этих норм. Вот как раз таки от нас зависит, чтобы это теперь не стало формальным. Да. Азиза онлайн.